Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии». Сегодня наша программа будет построена немного по-другому. Мы начинаем с интервью. У нас в гостях Николай Полозов, известный российский адвокат. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Мы говорим о том, что в Крыму произошло, наверное, беспрецедентное событие. Самое массовое за все 5 лет российского контроля обыски. Более, не более, может быть, чуть менее 3 десятков домов, уже 23 задержанных. И мы, конечно, свяжемся сейчас с одним из наших журналистов, которые на месте освещают события, но начнем мы с такого более общего вопроса к вам. Есть ли где-нибудь в правоприменительной практике, может быть, в законодательстве российском, вот та грань, которая отделяет борьбу с экстремизмом, которая, в общем-то, есть и в других странах, от репрессий или чисток по этническому или религиозному составу? Можно ли сказать, что вот сегодня 1 дом, 5 домов – это еще борьба с экстремизмом, а 30 – это уже репрессии массовые? Нет, здесь важно понимать, что авторитарные режимы, такие как кремлевские, используют вполне нормальные средства защиты общества от терроризма, от экстремизма совершенно для других целей. И здесь, конкретно в случае с оккупированным Крымом, мы говорим о том, что эти инструменты применяются исключительно для борьбы с инакомыслием, исключительно для подавления какого-то недовольства со стороны людей, внутренне не согласных с этой оккупацией. И для этого используется весь набор карательно-репрессивных средств государства, которым он располагает, включая и действия судебно-следственной системы, и поддержку со стороны силовиков. То есть в нормальном государстве, конечно же, все эти механизмы используются для защиты общества. В авторитарном государстве все эти механизмы используются для удержания власти и подавления граждан. 27 марта, напомню, для тех, кто по какой-то причине пропустил, в Крыму российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. Накануне задержали сначала 20 активистов Крымской солидарности. В ходе обыска в микрорайоне Каменка Симферополя были задержаны 2 из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников. Суд Симферополя оштрафовал одного из них на 500 рублей за неповиновение. Одного арестовали на 5 суток. Еще 3 крымско-татарских активистов арестовали сегодня уже в российском Ростове-на-Дону. Это Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владилен Абдулкадыров, в домах которых в Крыму накануне прошли обыски, но сами они не нашлись. И местонахождение еще одного крымско-татарского активиста Эдема Яичикова до сих пор не было известно. И у нас с нами на связи журналист, корреспондент радио Крым Реалии Тарас Ибрагимов. Тарас, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы следите за той ситуацией, которая сейчас в Крыму. На сегодняшний момент, вот даже не на сегодняшний момент, а вот на конкретно половину 7 по киевскому времени, скольким активистам уже избрали меру пресечения, по каким статьям и какие перспективы есть у них? Да, что касается вчерашнего дня, я хотел бы уточнить, что вчера Киевский районный суд избрал меру пресечения 9 людям, и еще одному была избрана мера пресечения заочно до 15 мая. По состоянию на сегодня 3 обвиняемым уже избрана мера пресечения, еще 7 человек ожидают, я так понимаю, ожидает та же участь. Сегодня в отношении них будет избрана мера пресечения также в Киевском районном суде. Что касается обстановки возле суда, то сегодня собралось там порядка 300 человек. Они проводят массовую акцию, флешмоб. На листках А4 пишут надпись «Я крымская солидарность». Собственно, таким образом они выражают поддержку тем активистам и тем людям, которые вчера были задержаны. Это 20 человек, и 3 сегодня были задержаны в Ростове, как вы сказали. Еще 1 человек находится в розыске. Местонахождение его неизвестно. Если говорить, в принципе, о каких-то то есть о матчасти, о том, что им вменяют и так далее, то это статья 205.5, участие в террористической организации Хизбут Тахрир. Это такая достаточно, наверное, известная, и ни для кого не секрет, то есть, в принципе, это одна организация в Крыму, которую силовики постоянно юзают, если можно сказать.
И, в принципе, 5, то есть если 25 человек у нас, и 24 человека у нас, то 5 из них меняют часть первую. Это организация ячейки Хизбут Тахрир. И, в принципе, вот этим людям, 5 людям грозит заключение до пожизненного. Да, вот такая сводка. Ну и кроме, кстати, вот что хотелось бы еще добавить, что сегодня, вчера были задержаны 2 человек на 2 человек были составлены админпротоколы. Один был осужден и в отношении другой был оштрафован. То сегодня еще 1 человек возле суда также был задержан, и в отношении него уже составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП РФ. Это несанкционированный митинг. Человек достаточно молодой парень, его задержал ОМОН, отвел в здание суда, и уже сейчас он находится в РОВД. С ним работают гражданские защитники и адвокат Эмиль Курбединов. Скорее всего, в отношении него сегодня тоже состоится суд, и он, скорее всего, будет оштрафован где-то порядка 10-20 тысяч рублей. Как-то так. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий с места. Напомню нашим слушателям, что это был Тарас Ибрагимов, корреспондент радио Крым Реалии, который следит за ситуацией на полуострове. Мы возвращаемся к разговору с Николаем Пузом, известным российским адвокатом и защитником украинских политзаключенных по ту сторону поребрика. И вот теперь, перед тем, как мы попробуем разобраться с судьбами вот этих вот конкретных задержанных, давайте заглянем вглубь вопроса, может ли такое быть, оправдано ли такое в мировой, может быть, практике, что какая-то организация признается нежелательной экстремистской, террористической, и все ее члены, вне зависимости от индивидуального участия, автоматически попадают под каток машины. Или на Западе каждого нужно индивидуально осуждать, а такое вот состоял, получи только в России. Ну, я могу сказать, что вообще, если мы берем ситуацию с Крымом, то Хизбут Тахрир — это такая страшилка, придуманная российскими силовиками, под которую подводят любых мусульман, людей, исповедующих ислам, по национальности в подавляющем большинстве крымских татар. И здесь речь идет не столько о преследовании за участие в деятельности какой-то запрещенной организации, но в конце концов в Москву на переговоры приезжают представители такой же запрещенной организации «Талибан». И их никто не винтит, никто не крутит, и с ними разговаривает чуть ли не министр Лавров. Да? Речь идет о том, что российские власти проводят последовательную политику репрессий в отношении крымских татар, которые заведомо не приняли оккупацию 5 лет назад, и которые до сих пор продолжают оставаться таким единственным, наверное, связующим звеном Украины с Крымом. И вот для того, чтобы удержать миф о добровольном присоединении Крыма, Россия вытаптывает, выжигает все, что может быть хоть маломальски украинское в этом Крыму, включая крымских татар. Что касается коллективной ответственности, то, конечно, современное международное право не предусматривает никакой коллективной ответственности. Это всегда должно быть абсолютно индивидуальное разбирательство. Степень вины каждого должна устанавливаться. Поэтому в данном случае, в принципе, говорить о каких-то правовых аспектах в государстве, в котором отсутствует право, в котором отсутствует независимый суд, а присутствует только властная вертикаль и желание Кремля уничтожать все, что ему не нравится, вот здесь этот разговор становится абсолютно бессмысленный. То есть мы видим, что глобальная задача российских властей в данном случае — это провести этнические чистки таким образом, чтобы крымские татары покинули Крым, и заместить этих людей теми, кого привезут с материка, кто будет более лояльный российским властям. Вот сегодня прошла информация о том, что в Санкт-Петербурге обыски, может быть, уже и задержания происходят по делу церкви саентологии. Относительно недавно по России прокатилась волна, можно даже говорить о погромах, свидетелей Иеговы. И вот теперь очередная такая атака на Хизбут Тахрир. Россия пытает... Это вот такая есть целенаправленная политика по борьбе с нетрадиционными религиозными течениями? Или это просто какое-то вот такое нелепое, дурацкое, трагическое совпадение? А это, скажем так, системные свойства авторитарного режима любого. Например, в гитлеровской Германии тех же свидетелей Иеговы отправляли в печи вместе с евреями, потому что они не укладывались в эту канву общей политики.
чистки внутренней, которую Третий Рейх проводил на подконтрольных им территориях. То же самое происходило и в Советском Союзе, когда тех же свидетелей Иеговы и других представителей религиозных течений отправляли в лагеря на долгие сроки. Поэтому сейчас мы наблюдаем просто, что все те свойства авторитарных режимов, которые воплощены в современном кремлевском режиме, они во всей своей неприглядной красе проявляются в полный рост. Хорошо, ну вот смотрите, как бы там вопрос индивидуального отношения, и вернее, отношение государства к индивидуально каждому, скажем так, нетрадиционно верующему, это в каждом случае надо рассматривать отдельно, но нельзя не признать, что и свидетели Иеговы, и саентологи не составляют какой-то там значимой доли в населении России, и даже если, а тем более свидетели Иеговы придерживаются последовательной пацифистской позиции, ну, не стоит рассчитывать на какое-то такое внутреннее активное сопротивление. Между тем, про мусульман нельзя сказать, что мусульман мало в России. Нельзя сказать, что не существуют там течения, может быть, отдельные имамы в своих мечетях, проповедующие нечто то, что похоже на вменяемое вот представителям Хизбут Тахрир. Не ведет ли режим таким образом к уменьшению лояльности вот тех мусульман, которые живут на территории материковой России, которые там смотрят на то, что происходит на контролируемой российскими силовиками территории вне российских границ, и думают, ну, сегодня они, завтра мы, или я как-то слишком хорошо думаю? Ну, понимаете, какая штука? Дело в том, что до оккупации Крыма вот такое репрессивное давление на тех же мусульман российские власти оказывали на территории Башкирии, на территории Татарстана. Там речь шла о сотнях людей, которых бросили в лагеря только за то, что их подозревали в деятельности той же самой Хизбут Тахрир аль-Ислами. Поэтому это не является каким-то эксклюзивом. Это является продолжением тех действий российских силовиков, на которых они зарабатывают себе палки, на которых они зарабатывают себе погоны. То есть это оправдание раздутых бюджетов силовиков, имитация вот этой вот деятельности. Потому что наибольшую угрозу на текущий момент для граждан России несут не какие-то мифические, значит, террористы или экстремисты, несут прежде всего государственные органы самой Российской Федерации и ее власти. Это довольно громкое заявление. Если бы у нас были представители российской государственной власти, я, может быть, попробовал их прокомментировать. Вы говорили уже 5 минут назад, что закона и права нет, и поэтому говорить бессмысленно, но, тем не менее, я бы все-таки, может быть, хотел бы уточнить процедурный вопрос. Вот я сильно сомневаюсь, что каждый командир, уж тем более там рядовой сотрудник ОМОН российского, который проводит эти обыски, на глаз умеет отличить члена Хизбут Тахрир от обычного мусульманина, не принадлежащего Хизбут Тахрир. Есть ли какая-нибудь методика, есть ли какая-нибудь отработанная технология, вот, или гребут всех, а потом объявляют Хизбут Тахрирами задним числом? Значит, делают следующим образом. При проведении обыска привозят своих понятых, привозят сами свою литературу, сотрудники силовых ведомств, которые там, может, в каком-то списке запрещенной литературы разбрасывают в каких-то местах. В некоторых случаях это могут быть боеприпасы. Затем это все радостно изымают, естественно, нарушая все права при проведении обыска. А дальше свои карманные эксперты, значит, открывают эти книжки и пишут заключение, да, там есть признаки там, призывов, пропаганды и так далее, и так далее, и так далее. Вот. При отсутствии рабочего суда, при абсолютно карательной системе, вот, это все переваривается в судебно-следственной системе, и на выходе готовый приговор. То есть, по сути, у этих людей практически нет никакой возможности избежать карательного воздействия государства и не отправиться в лагерь. Таким образом, правильно я понимаю, что нет и перспективы добиться в суде оправдательных приговоров? Нет, конечно. Но я вам так скажу. Простой пример. Вот прошло 5 лет с момента оккупации Крыма. За это время мы увидели, что были захвачены заложники практически 100 политзаключенных, это не считая военнопленных. Да? Вот хотя бы по одному из них вынесли оправдательный приговор, хотя бы один из 100. Нету ни одного оправдательного приговора, никакие доводы защиты, никакие доказательства, никакое алиби не принимается во внимание вообще, потому что стоит конкретная политическая задача карать, сажать, уничтожать.
Хорошо, если нельзя добиться такой справедливости в России, есть ли у Европейского суда по правам человека какой-нибудь вот прецедент или хотя бы теоретическая возможность отстоять их права? Но, скажем так, российские власти же тоже теперь избирательно подходят к выполнению решений международных органов. И те решения Европейского суда, которые они не хотят выполнять, Конституционный суд им разрешил не выполнять. Абсолютно такой же подконтрольный Конституционный суд исполнительной власти, как все остальные суды. Плюс, надо понимать, что процедура принятия решений Европейским судом итоговая — это годы. И за это время человек может и потерять здоровье, и вовсе погибнуть в этих лагерях. Единственная возможность каким-то образом воздействовать на ситуацию — это, конечно же, добиваться политических решений, либо под сильнейшим внешним воздействием со стороны Запада и так далее, либо под воздействием внутренних процессов, например, речь, если идет о декриминализации частичной 282 статьи по экстремизму, которую все-таки Путин подписал так или иначе, и несколько дел в результате были закрыты. Поэтому сейчас ситуация крайне тяжелая, и я боюсь, что при текущей политической конфигурации российской власти мы вряд ли увидим позитивные изменения. Все будет только хуже. Хорошо, а здесь раз уж мы говорим больше о политике, чем о юридической составляющей, Владимир Путин якобы пригласил Реджепа Таyyипа Эрдогана, турецкого президента, полюбоваться на открытие соборной мечети в Крыму, которая очень здорово напоминает Айя Софи стамбульскую. И, конечно, во-первых, само это призвание Эрдогана в Крым и на фоне того, что творится, понимает ли, может, тот, кто в Кремле отвечает за внешнюю политику, что это может сыграть не так, как себе представляют, что Таyyип Эрдоган не поедет в Крым, и из этого будет скандал, или наоборот, он поставит свой приезд в зависимости от каких-то политических условий по тем же крымским татарам, как, например, было с Ахтамом Чийгозом. Или я все-таки слишком усложняю, и, скорее всего, Турция просто сделает вид, что никакого приглашения не было? Во-первых, Турция неоднократно признавала, что Крым является оккупированной территорией, и приезд туда Эрдогана будет сильнейшим международным скандалом, поэтому я думаю, что вряд ли турецкий президент пойдет на такой шаг. С другой стороны, интересы Путина и Кремля в той же Сирии вынуждают вести такую своеобразную дружбу с Эрдоганом, несмотря на сбитые самолеты, несмотря на помидорные скандалы и так далее, и так далее. Но последний такой, скажем так, скандал, который был на днях, это когда коллаборационисты, тот же Бальбек сколотил эту футбольную команду в Крыму, добавил туда несколько крымских татар, назвал Кызылташ и решил обмануть турков, отправив, находящуюся под санкциями футбольную команду в Турцию. Там вовремя сообразили, отменили все эти матчи, поэтому о каком приезде Эрдогана в Крым может вообще идти речь, если даже эту находящуюся под контролем оккупационной власти футбольную команду просто не допустили до матча в Турции. Масштабные обыски произошли 27 марта. Это день пятилетия принятия первой и самой главной из декларации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины. Есть ли связь? Это так очень умело поздравили Украину, или внутренняя логика на такие вещи вообще не обращает внимания? Нет, вообще в Кремле любят символизм определенный. Я не удивлюсь, если они там обложены астрологами и гадают на какой-нибудь жабьей шкуре. Поэтому это может быть такой своеобразный ФСБшный привет, в том числе и Украине, в том числе крымским татарам. Я не удивлюсь, если потом в мемуарах какого-нибудь генерала будет написано, что именно поэтому, именно в этот день это произошло. Другой фактор, совершенно очевидно, это предстоящие президентские выборы в Украине. В оккупированном Крыму проживает значительное число с паспортами Украины граждан, которые готовы были выехать, которые готовы были заранее зарегистрироваться и проголосовать. И таким образом российские власти пытаются купировать это волеизъявление этих людей такими методиками запугивания и так далее. По крайней мере, украинский МИД полагает, что именно с этим, то есть с Генеральной Ассамблеей ООН и было связано. Хорошо, от крымских татар перейдем к тем нашим темам, которые случились уже раньше, но которые продолжают оставаться на слуху. Вы полагаете, вы уже говорили об этом, может, неоднократно, что украинских военнопленных 24 моряка российская власть не отдаст до
президентских выборов как минимум. А если вновь победит Петр Порошенко, отдадут или не отдадут? Или будут ждать еще 5 лет? Ну, понимаете, когда мы принимали стратегию защиты и освобождения украинских военнопленных моряков, то мы, скажем так, не закладывали специально фактор выборов. Наша стратегия основывается прежде всего, опирается на нормы международного права. Да, это Третья Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 года. И второй фактор — это, конечно же, принуждение Кремля к переговорам об их освобождении посредством формирования внешнего давления. Почему? Международное гуманитарное право — это чувствительная тема не только для Украины, но и для всего мира. Сегодня захватили военнопленных украинских моряков, завтра захотят захватить каких-нибудь норвежских или японских моряков. То есть это понятная для большинства цивилизованных стран ситуация. Да, часто это не применяется, потому что конфликты такого рода — это не частая история в послевоенной Европе, но тем не менее мы видим, что наша стратегия принимается западными странами, она уже работает, в том числе это отражено и в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, и в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Не случайно буквально 2 недели назад были введены санкции со стороны ряда западных стран. Это и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и Канада, и Австралия, которые касаются непосредственно вооруженного конфликта в Керченском проливе, которые касаются захвата военнопленных моряков. И вот цена политического удержания военнопленных для Кремля будет только расти. В какой-то момент выгоднее будет пойти на какие-то договоренности, на какую-то сделку об их обмене, об их выдаче или каким-то иным образом избавиться от них, нежели чем продолжать удерживать дальше. В этом смысле международное гуманитарное право дает больше гарантий, больше прав военнопленным, чем политзаключенным. И, конечно же, это необходимо использовать. Но вы уже дважды упомянули о международном давлении. Я думаю, что ни на кого, ни из-за кого так не давят на Кремль, как из-за Олега Сенцова, но тем не менее Олега Сенцова не то что не выпускают, ему даже и там внутри послаблений не делают. Олег Сенцов один человек, а тут 24. Плюс статус. Олега Сенцова российские власти считают террористом. И транслирует во весь мир, что вот он уголовный преступник. Здесь ситуация совершенно другая. Правовой статус военнопленных, он крайне отличается от политзаключенных. И поэтому в данном случае и санкции были приняты быстрее, чем по какому-либо другому кейсу украинских политзаключенных. Спустя 3 месяца были приняты санкции. И это только начало. Хорошо. Вот Олег Сенцов представляет собой такой вот символ неприятия российского вторжения в Крым в 2014 году, а украинские моряки представляют собой непризнание Украиной вот статуса Азовского моря и Керченского пролива. Павел Гриб, осужденный на 6 лет и фактически поставленный в условия выживания. Зачем российской власти был нужен такой приговор? Почему? Это же фактически подросток. Чем он угрожал Российской Федерации? Ничем не угрожал. Опять-таки, это желание силовиков каким-то образом получить себе преференции, оправдать раздутые бюджеты. Я убежден, что Гриб был не единственный, кого Россия пыталась заманить. Я уверен, что в социальных сетях эти ловушки были расставлены, крючки раскиданы. И вот такие девочки из Сочи писали многим украинским ребятам с целью их выманить. Вот. Ну, в случае с Грибом им удалось это сделать, хотя, опять-таки, при попустительстве властей Беларуси, которые до сих пор не дали внятного ответа, как парень из Гомеля вдруг оказался, значит, на российской территории, когда он переехал в этот Гомель, и там его похитили. Вот. Конечно же, они не ожидали, что Гриб будет страдать такими заболеваниями, которые могут угрожать его жизни и нахождению в СИЗО. Но, видите, бесчеловечность этой системы заключается в том, что даже в таком состоянии здоровья они не готовы начинать никакие переговоры об его освобождении, хотя буквально сегодня в рамках Минской группы был предложен обмен, в том числе Павла Гриба. И так почему они не готовы? Я понимаю, Олег Сенцов как символ, военные моряки, но тут же обыкновенный подросток. Почему его не отдать и не избавиться от головной боли? Ну, дело в том, что они выжидают окончания итогов президентских выборов.
Вот. То есть они надеются, что к власти в Украине придут менее нетерпимые к кремлевскому режиму силы политические, а может быть и откровенно лояльные. И после этого уже на своих условиях Кремль захочет вести какие-то переговоры. Основной, кстати, упор российские власти делают не на президентские выборы в Украине. Украина — это парламентско-президентская республика, и поэтому главное событие года для Кремля во внутриполитической жизни Украины — это выборы в Раду. Именно под нее будут все основные политические события, и именно под нее, скорее всего, военнопленных и политзаключенных Кремль захочет использовать как разменную монету. Может ли это касаться еще одного украинского политзаключенного в Крыму, Владимира Балуха? Ну, что касается Владимира Балуха, то здесь, конечно же, тоже принципиальная позиция Кремля. Максимально попытаться уничтожить этого человека, поскольку в оккупированном Крыму он позволил себе то, что непозволительно вообще, а именно заявить о своей принадлежности к Украине, выставить в своем дворе флаг Украины, и над Балухом, конечно, продолжают издеваться. Последние новости, что его перевезли в Тверскую область, бросили в карцер, в СИЗО, свидетельствуют о том, что у них задача ломать этого человека. Мы знаем примеры, как советский режим ломал украинцев, того же Василия Стуса довели до смерти. И я не исключаю, что они то же самое хотят сделать и с Балухом. Ну и последний вопрос, и будем заканчивать программу. Есть ли надежда на то, что не только там украинских политзаключенных или военнопленных, но и россиян, которые выступают против сложившейся в России ситуации, будут освобождать, будут смягчать, или дальше будет только закручиваться, и что в конечном итоге в 2024 году ждет вот эту вот всю ситуацию с политзаключенными. Потом резко выпустят, как в Бериевскую амнистию, или наоборот вообще начнут строить концлагеря, не таясь? Ну, я могу сказать, что главный стимул российских властей — это как можно дольше удерживать власть. Ради этой власти они готовы сажать, ради этой власти они готовы убивать, и пока существует текущая конфигурация политического режима в России, никаких позитивных изменений не будет, будет только хуже. Что ж, это печальная нота, но мы должны на ней закончить. Это был Николай Полозов, известный российский адвокат и защитник украинских политзаключенных, военнопленных. Большое спасибо, Николай, за то, что пришли к нам в студию. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир. В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио